Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей Белый и премьера моего нового рассказа на канале «Чужие родные». Подарок на день рождения – это обыкновенный маркетинговый лохотрон, Полина. Деньги на ветер. Всякие эти полисборники, побрякушки, сертификаты на массажи. Чистой воды выманивание средств у населения. Я в этом цирке участвовать отказываюсь. Полина замерла у раковины. Струя теплой воды била прямо в центр перевернутой чашки. Брызги летели во все стороны, оседая мелкими каплями на рукавах ее домашней рубашки. До дня рождения оставалось ровно 2 недели. Она выключила кран. Медленно вытерла руки вафельным полотенцем. На кухне гудел холодильник, а из детской доносилось тихое бормотание 6-летнего Сени, увлеченно собирающего конструктор. «То есть подарка не будет, Денис?» — уточнила она, аккуратно складывая полотенце в идеальный квадрат. «Я же русским языком объяснил». Денис проглотил кусок мяса и запил его вишневым нектаром прямо из картонного пакета. «Надо быть выше этой потребительской шелухи. У нас бюджет, надо думать о капитале. Копим мне на новую машину, без обид. Ты сама говорила, что пора менять эту нашу развалюху». Он отрезал еще один ломоть мяса, отправил его в рот и уткнулся в экран смартфона, всем своим видом показывая, что аудиенция окончена. Главный экономист семьи вынес свой вердикт, и обжалованию он не подлежит. «Без обид», — эхом повторила Полина. «Взрослые люди, капитал, я тебя услышала». Она встала, подошла к холодильнику и распахнула дверцу. Светлые полки были забиты продуктами, купленными в субботу. «Знаешь, Денис, ты абсолютно прав». Ее голос звучал невероятно мягко. «У нас бюджет. Раз мы такие рациональные, давай доведем эту логику до идеала». Муж оторвал взгляд от телефона. В его глазах мелькнуло подозрение, как у бездомного кота, которому вместо сосиски протягивают огурец. «В смысле?» «В прямом. Ты каждый месяц переводишь мне фиксированную сумму на продукты – 20 тысяч. Остальное – моя зарплата. Сеня ест немного, я тоже. Основная статья расходов – это твой аппетит. Я мужик, я добытчик, мне мясо нужно». Немедленно ощетинился Денис, предчувствуя покушение на святое. Никто не спорит. Полина достала прозрачный пластиковый контейнер и показательно переложила в него остатки сыра из открытой упаковки. Поэтому с завтрашнего дня мы переходим на прозрачную схему. Твои 20 тысяч – это твой личный продуктовый фонд на месяц. Я выделю тебе вторую полку сверху. Это твоя территория. Мои деньги идут на меня и Сеню. Мы питаемся со своих полок. Справедливо?» Денис фыркнул, расслабив плечи. Идея показалась ему не просто безопасной, но даже выгодной. В его системе координат 20 тысяч казались суммой астрономической, на которую можно закупить половину супермаркета и жить припеваючи. Он никогда не вникал, сколько стоят капсулы для стирки, туалетная бумага, килограмм хорошего сливочного масла или те самые стейки. «Да без проблем», — он усмехнулся. «Заметано. Увидишь, я еще и сэкономлю. Только не лезь потом на мою полку за колбасой». «Не полезу», — пообещала Полина. Уголки ее губ едва заметно дрогнули. На следующий день на кухне образовалась невидимая, но бетонная граница. Вторая полка холодильника, гордо отданная Денису, изначально выглядела роскошно.
Он лично взял деньги семейного бюджета и сходил в гипермаркет. Затарил ее 2 палками копченой колбасы, огромным пластом свиного окорока, банкой маринованных огурцов, пельменями элитной лепки и почему-то 3 банками шпрот. Полина лишь молча наблюдала, как он с гордостью выкладывает свои трофеи. Она тщательно пересчитала чеки, которые он небрежно бросил на стол. 11 700 рублей. Больше половины месячного лимита растворилось в первый же заход. «Смотри и учись, как надо распоряжаться финансами», — похвастался Денис, захлопывая дверцу. Начались суровые будни раздельного питания. Первые 3 дня Денис жил как король монополии. Он демонстративно жарил себе свинину по вечерам, нарезал толстыми кругляшами колбасу и поедал все это под ролики на Ютубе. Полина на своей стороне баррикад готовила легкие супы, варила сене каши на молоке, запекала куриную грудку с овощами. Арифметика желудка Дениса столкнулась с реальностью на 5-й день. Чудеса фермерской мысли закончились быстрее, чем бензин в спорткаре. Колбаса исчезла в недрах мужа, оставив после себя лишь сиротливую бечевку. На 8-й день Денис открыл холодильник и долго вдумчиво смотрел на свою полку. В тишине кухни было слышно, как тоскливо позвякивают шпроты внутри консервной банки. Полина сидела за столом и проверяла тетради по английскому языку за 3-й класс. Она подрабатывала репетиторством по вечерам. «Поль!» — донеслось от холодильника. Голос мужа утратил былую браваду и приобрел просящие нотки. «А куда пельмени делись?» «Ты вчера съел последнюю порцию в 11:30 ночи», не отрываясь от тетради, произнесла она. «С майонезом, который, кстати, тоже закончился». Дверца холодильника захлопнулась с легким хлопком. Денис потоптался возле раковины. «Слушай, я не рассчитал немного. Давай я у вас с Сеней возьму пару сосисок, а то желудок сводит». Полина отложила красную ручку, сцепила пальцы в замок и посмотрела на мужа. «Денис, у нас строгий бюджет, капитал. Сосиски я покупала на свои деньги для ребенка, на завтрак. Твоя полка в твоем полном распоряжении». «Ты издеваешься? Я родной муж, я хочу есть». Возмущение на его лице расцвело красными пятнами. «А я родная жена, которая хотела подарок на день рождения», парировала Полина с ледяным спокойствием. «Ты принял концепцию экономии, и я ее поддержала. В чем проблема? У тебя на полке лежат шпроты и огурцы. Отличный ужин для добытчика». Денис открыл рот, чтобы выдать какую-нибудь вескую тираду о женском коварстве, но осекся. Полина смотрела на него не с обидой, а с академическим интересом биолога, наблюдающего за лабораторной мышью в лабиринте. Он со злостью рванул дверцу шкафчика, достал банку шпрот и принялся яростно вскрывать ее консервным ножом. Масло брызнуло на столешницу. К концу 2-й недели 2-я полка холодильника напоминала постапокалиптическую пустошь. Там лежал одинокий кусок засохшего сыра, 2 яйца и половина лимона, покрывшегося серой пыльцой забвения. Лимит Дениса испарился в 0. Он пытался хитрить, пытался подворовывать. Сенина печенье из буфета. Но Полина переложила все сладости в глубокий ящик с детским замком. Утром, накануне дня рождения, Полина проснулась от того, что муж громко хлопнул входной дверью. Ушел на работу. Ни цветов, ни открытки, ни даже банального поздравления сквозь зубы.
Она потянулась на простынях, глядя в серый потолок. В груди не было привычной тяжести от разочарования. Там разливалось предвкушение. Она встала, приготовила Сене чудесные сырники с ванилью и клубничным джемом. Они вдвоем позавтракали, смеясь над тем, как сын перепачкал нос в сахарной пудре. «С днем рождения, мамочка!» Сеня протянул ей кривоватый, но до боли трогательный рисунок, где они втроем стояли возле непропорционально огромного дома. Самого Дениса на рисунке почти не было видно, за зеленым пятном, изображающим куст. «Спасибо, мой хороший!» Полина прижала к себе пахнущую молоком и сном макушку сына. Вечером она не стала устраивать никаких кулинарных подвигов. Праздник был только ее. Никаких трехъярусных салатов, никакого запеченного мяса по-французски с коркой сыра. Она заказала 2 порции любимых роллов себе и сыну и купила небольшой, но неприлично дорогой бенто-торт с шоколадно-вишневой начинкой. 6:30 вечера в замочной скважине повернулся ключ. Денис валился в прихожую, шумно отдуваясь. Он стянул ботинки, бросил портфель на пуфик и бодрым шагом направился на кухню, на ходу распуская узел галстука. Он всегда приходил с работы голодным, а сегодня, в день, который по всем календарным традициям подразумевал накрытую поляну, его желудок заранее исполнял симфонию ожидания. Он шагнул на кухню. Стол был девственно чист. Ни скатерти, ни хрустальных салатниц. Полина сидела за ноутбуком, допивая остывший зеленый чай. Сеня в своей комнате смотрел мультики. Денис остановился как вкопанный. Его взгляд заметался по поверхностям. Вытяжка, плита, раковина. Нигде не было даже намека на приготовление пищи. Не стояли сковородки, не парила кастрюля с картошкой. Воздух пах чистящим средством с ароматом лимона, а не жареными отбивными. Его лицо вытянулось, брови поползли вверх, собирая лоб в глубокие борозды. «Поль, а где все?» — выдавил он, указывая пальцем на пустое пространство стола. Полина неторопливо закрыла крышку ноутбука. «Что именно все?» «Ну, еда!» Он сплеснул руками, словно споткнулся с вопиющей несправедливостью вселенского масштаба. «День рождения же! Где салаты? Где мясо? Где пирог, в конце концов? Я с работы пришел, уставший, как собака». Она посмотрела на него снизу вверх. Темные глаза Полины были абсолютно спокойны, как поверхность глубокого озера перед штормом. «Ты свои деньги на этот месяц уже проел», — ровным, лишенным всяческих эмоций голосом произнесла она. «Продукты я купила только себе и ребенку. Мы с Сеней уже поужинали». Денис открыл рот, закрыл, снова открыл. Он напоминал рыбу, выброшенную на горячий песок. «Ты вообще адекватная?» Его голос сорвался. Он взмахнул руками так резко, что едва не смахнул со стола кружку. «Мать с сестрой едут. Я обещал им застолье». В воздухе повисла плотная и тяжелая пауза. Полина даже не моргнула. Она просто сидела и смотрела на этого взрослого мужчину, который всерьез полагал, что мир должен вращаться по щелчку его пальцев. Спокойствие жены бесило Дениса еще сильнее. Он ждал оправданий, ждал суеты. «А с какого перепугу ты их вообще приглашал?» Задала она единственный логичный в этой ситуации вопрос.
Потому что это праздник, это традиция. Они мои родственники, завопил Денис, хватаясь за голову. Они через 15 минут будут здесь. Мы договорились, что они приедут поздравить. Интересная получается картина, Денис. Полина подперла щеку ладонью. Подарок мне дарить — это маркетинговый лохотрон, а стол родственникам накрывать за мой счет — это священная традиция. Я правильно понимаю твою философию. Никто со мной застолье не обсуждал, никто меня не спрашивал, хочу ли я видеть гостей. Ты решил устроить банкет для своей мамы и сестры, не вложив в это ни копейки. Гениально. Денис метнулся к холодильнику, распахнул его с такой силой, что банки на дверце жалобно звякнули. Взгляд его бешено сканировал полки. На половине Полины лежали остатки роллов, творог, зелень и запечатанная бутылка кефира. На его полке гордо лежал сохшийся лимон и 2 сиротливых яйца. Ты должна была приготовить. Ты хозяйка здесь или кто? Он захлопнул дверцу и навис над столом, опираясь на столешницу. Глаза его налились дурной злобой загнанного в угол неудачника. Это позор. Что я матери скажу? Она же меня сожрет. Скажи ей правду, что ты очень экономный сын. Полина встала, взяла свою чашку и направилась к раковине. В этот самый момент в коридоре раздалась заливистая трель дверного звонка. Денис подскочил так, словно под ним взорвалась петарда. Он заметался по маленькой кухне, хватаясь то за полотенце, то за пустую сахарницу. «Быстро!» — зашипел он, схватив Полину за локоть. «Достань эти свои суши, японскую еду эту. Нарежь сыр, сделай хоть что-нибудь». Полина холодным движением высвободила руку. «Иди, открывай, гости ждут». Денис, бледный с испариной на лбу, поплелся в прихожую. Щелкнул замок. В квартиру мгновенно ворвался тяжелый, густой аромат пачули, дорогой пудры и абсолютного превосходства. Свекровь Римма Эдуардовна – женщина монументальная во всех отношениях. Она носила норковую шубу так, словно это была королевская мантия, а ее взгляд мог заморозить кипящую воду. Следом за ней в квартиру протиснулась Виолетта, заловка. Точная копия матери, но в более худом и тюнингованном варианте, с губами, которые всегда кривились в легкой презрительной усмешке. Полина и родственницы мужа исторически находились в состоянии холодной дипломатии. Невестку они откровенно не признавали, считая слишком простой, недостаточно амбициозной и вообще не ровней их золотому Денису. Общались исключительно на семейных сборищах, обмениваясь колкостями, завернутыми в обертку фальшивой вежливости. Ну, наконец-то! Густой бас Риммы Эдуардовны заполнил прихожую. «Мы уж думали, вы там спите». «Привет, мам, Вита, привет», — пробормотал Денис, пытаясь загородить с собой проход на кухню. «Проходите в зал». «Какой зал? Мы руки мыть и за стол». «Сил нет, в пробке на переезде 40 минут простояли». Виолетта ловко отодвинула брата плечом и скинула свои остроносые сапоги. «Полина, выходи, мы пришли». Полина вышла в коридор. На ней были простые домашние брюки и уютный кардиган. Она выглядела расслабленной и спокойной, что резко контрастировало с дерганым Денисом. «Добрый вечер, Римма Эдуардовна. Привет, Вита». «Ну, с днем рождения тебя, что ли?» Свекровь окинула ее оценивающим взглядом,
словно решая, стоит ли товар заявленной цены. Годы идут, а ты все в одном весе. Хоть за это Денису спасибо скажи, не раскормил. Виолетта хихикнула, поправляя идеально уложенные волосы. Они прошли на кухню и остановились. Картина голого стола, отсутствие запахов и абсолютной стерильности помещения ударила по их шаблонам с силой кувалды. Римма Эдуардовна медленно обвела взглядом идеальный порядок. Опустила глаза на пустое пространство с обеденной зоны. Подняла брови. На мгновение ее лицо потеряло привычное выражение монументальной самоуверенности. И я не поняла. Медленно, чеканя каждое слово, произнесла свекровь. Она повернулась к Полине. «Это что за новые стандарты гостеприимства? Мы приехали с другого конца города. Где стол? Где элементарное уважение к семье мужа?» Виолетта фыркнула, скрестив руки на груди. «Мам, я же говорила, что она нас и за людей не считает. Нас пригласили на пустой стол. Да у нас студентки в общаге лучше накрывают». Денис, вжавшись в косяк двери, начал стремительно бледнеть. «Мам, тут такое дело. Мы просто не успели. Вернее, Полина не успела». «Не успела?» — грянула Римма Эдуардовна, сверля невестку тяжелым взглядом. «Жена сидит дома, работает свои эти 1,5 часа с учениками и не успела накрыть стол для свекрови. Полина, это саботаж или просто хамство?» Полина спокойно выдвинула стул и села. Она не собиралась оправдываться. Она собиралась играть в эту игру по своим правилам. «Никакого саботажа, Римма Эдуардовна!» Ее голос прозвучал удивительно звонко в напряженной тишине. «Денис еще 2 недели назад уведомил меня, что день рождения — это, цитирую, «маркетинговый лохотрон». И что подарки дарить — это развод для лохов и деньги на ветер. Подарок он мне не подарил». Римма Эдуардовна недоуменно моргнула. Виолетта тут же перестала усмехаться. В их странной, извращенной системе ценностей скупость мужчины в дни официальных праздников считалась моветоном. Они могли ненавидеть невестку, но фасад идеальной семьи обязан был соблюдаться неукоснительно. «Как это не подарил?» Свекровь медленно перевела взгляд на сына. «Денис, это что еще за новости?» «Да ну, мам, это все потребление», — начал блеять Денис, переминаясь с ноги на ногу. «Я ей объяснял, что нужно быть рациональнее». «Подождите, это еще не финал нашей рациональности», — продолжила Полина, перехватывая инициативу. Денис принял решение разделить бюджет на питание, чтобы лучше экономить. Свои деньги, выделенные на еду, он благополучно проел еще 3 дня назад. Купил дорогие стейки, элитные колбасы и уничтожил все в одно лицо. Я питаюсь на свои доходы. Покупаю продукты себе и ребенку. Поэтому на столе пусто. Он вас пригласил, но оплачивать банкет для гостей из своего кармана не захотел, а свои лимиты исчерпал. Тишина в кухне стала осязаемой. Казалось, можно услышать, как тикают настенные часы над вытяжкой. Римма Эдуардовна была борзой теткой. Она могла растоптать человека за неправильно заваренный чай или недостаточно услужливый тон. Но она была женщиной старой закалки. Прийти в гости и узнать, что родной сын не только зажал жене подарок, но и пытался накрыть стол для матери за счет чужих, женских денег,
при этом самому слопав весь мясной запас в одно лицо, это ломало все ее представление о гордости. Она медленно повернулась всем корпусом к Денису. То есть, голос свекрови упал до угрожающего шепота, от которого у Дениса затряслись поджилки. Ты не купил жене подарок. Ты пригласил нас в гости праздновать. И ты рассчитывал, что она будет кормить нас за свои копейки, пока ты трескаешь деликатесы по ночам. «Мама, да она все перевернула. Она специально», — заныл муж, вжимаясь в стену. «Закрой свой рот», — рявкнула Виолетта. Она подошла к столу, посмотрела на Полину совершенно другим взглядом. В этом взгляде не было теплоты, но появилось некое подобие женской солидарности перед лицом тотального, феерического мужского жлобства. Виолетта расстегнула свою дизайнерскую сумку. Достала плотный пухлый белый конверт. «С днем рождения, Полина! Держи!» Она шлепнула конверт на столешницу. «И купи себе что-нибудь нормальное, а не эту сырную массу, которую ты ешь». Римма Эдуардовна тяжело вздохнула, достала свой конверт, перевязанный золотистой лентой, и положила рядом с первым. «С днем рождения! Ты не идеал, конечно, но терпеть такое скотство в свой праздник — это перебор». Полина кивнула, аккуратно придвигая оба конверта к себе. «Спасибо вам, я это ценю. Чай будете? У меня есть пакетированный». «Какой к черту чай?» — прорычала Римма Эдуардовна. Она развернулась к Денису как танкер, ложащийся на боевой курс. «А ну-ка, сыночек, выйдем на лестничную клетку на пару слов». «Мам, ну куда? Соседи же!» — пропищал Денис, пытаясь отступить в спальню. Но Виолетта уже вцепилась ему в воротник рубашки длинными пальцами с идеальным маникюром. «Пошли, пошли!» — процедила она сквозь зубы. Они вытолкали сопротивляющегося, бормочущего Дениса за дверь. Замок коротко щелкнул. Полина осталась сидеть на кухне. Она спокойно включила чайник. Вода зашумела, наполняя комнату уютным домашним звуком. С лестничной площадки начали доноситься звуки. Очень интересные, познавательные звуки. Глухой удар чего-то кожаного, вероятно, сумки Риммы Эдуардовны, а что-то мягкое, вероятно, плечо Дениса. «Ай, мам, ты что, с ума сошла? Кольцом царапаешься». «Я тебе дам маркетинг, жлобина ты бессовестная!» Гулко басил голос свекрови на весь пролет. «Ты позоришь фамилию. Ты перед бабой своей опозорился, а нас вообще дурами выставил. Ай, Вита, ты-то куда каблуком лезешь, больно?» «Это тебе за бензин, который мы до вас скатали», — верещала заловка. «Пригласил он, банкет обещал». Полина насыпала в кружку ароматный зеленый чай. Залила кипятком. Наблюдала, как чаинки медленно и красиво разворачиваются в горячей воде. В подъезде продолжалась воспитательная работа. Денис уже не спорил, он лишь глухо отбивался и жалобно скулил, перемещаясь, судя по звукам шаркающих подошв, все ближе к пролету первого этажа. Римма Эдуардовна читала лекцию о том, кто в доме должен быть мужчиной, а кто куском позора. Виолетта добавляла в разговор физические аргументы. Спустя 5 минут дверь в квартиру резко открылась. На пороге стояли Римма и Вита. Тяжело дышащие,
с растрепавшимися прическами, но с явным выражением глубокого морального удовлетворения на лицах. «Мы поехали», — бросила свекровь, поправляя сбившуюся на бок шубу. «Делать тут нечего. А этот экономист пусть на коврике посидит, подумает над своим поведением. До свидания». «Счастливо оставаться». Виолетта одернула юбку и первой шагнула к лифту. Дверь закрылась. Прошло еще минут 10. Полина успела допить чай, когда замок нерешительно заскрежетал. В прихожую боком протиснулся Денис. Галстук сбился на спину. Волосы стояли торчком. На левой скуле краснела свежая полоса, удивительно похожая на след от застежки женской сумки. Он сутулился, прятал глаза и вообще старался занимать в пространстве как можно меньше места. Он прошел мимо кухни, даже не повернул головы в ее сторону. Молча скрылся в ванной, закрыв за собой дверь на защелку. Оттуда послышался шум бегущей воды, смывал следы своего управленческого краха. Полина улыбнулась. Она убрала 2 пухлых конверта от родственниц мужа в карман кардигана. Денег там было более чем достаточно, чтобы купить себе те самые золотые серьги, на которые она заглядывалась последние полгода. Она отрезала себе еще один аппетитный кусок вишневого бенто-торта, подцепила сладкую начинку вилкой и с искренним наслаждением отправила в рот. «С днем рождения меня!» — подумала она. «С отличным днем рождения!» Спасибо, дорогие слушатели, за просмотр. С вами был Андрей Белый. До встречи в новых видео.